И насчет монтажа пожарной сигнализации по жилому фонду. Мы на той неделе сделали мониторинг. Значит, всего с марта месяца текущего года по сегодняшний день пожарных подразделений выезжало по 22 адресам жилого фонда. Из них 4 выезда было ложных. По остальным, значит, все жилые дома спасены. Я думаю, так что, если своевременно поступает сигнал, работа проводится нормально, хорошая. Ну, то есть вы, подводя итоги, говорите о том, что вот та работа, которая Владимиром Юрьевичем и работниками нашими проведена по установке пожарной сигнализации в многоквартирных деревянных домах, она очень эффективна, ее необходимо продолжать. Да, получается так, ага. Спасибо. Все дома спасены, получается, по выезду. Пострадавших также тоже нет. Отлично, спасибо. Пожалуйста, Николай Петрович. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За неделю в городе Якутске регистрировано 25 сообщений о преступлениях, раскрыто 12. Из них тяжкие, особо тяжкие 10, раскрыто 3. Из числа ранее совершенных раскрыто 33 преступления. Это 3 тяжкие вреда здоровью, 1 грабеж, 15 краж, 1 угон, 3 мошенничества, 3 преступления по линии незаконного оборота наркотиков и 1 преступление по линии экономики. Также 10 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления 43, из них ранее судимыми 11, женщинами 7, несовершеннолетними 6. Поступило сообщение об убийстве пропавших 9, в том числе несовершеннолетних 4. Установлено убийство пропавших 9, из них несовершеннолетних 3. На сегодняшний день остается не найдена 1 несовершеннолетняя, состоит на учете, ранее уходила, находится на связи. Из объявленных в розыск преступников установлено 7 человек, обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 7, суицидов 2 на 2. По системе безопасного города выявлено 12 фактов совершения административных правонарушений, раскрыто 4 преступления. И также использованием архивных данных раскрыто также 2 преступления. По системе гражданин полиция сообщений не поступало, план перехвата водился 1 раз, транспорт не задержан. За неделю отделами и подразделениями составлено административных протоколов всего 1325. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 109 человек. Всего содержится на 25 августа 46 человек. Изоляторы временного содержания за неделю задержано 12 человек, арестовано из них 4, под домашним арестом 2, освобождено 3. Также в выходные дни проводили рейдовые также мероприятия, принимали участие у нас СГХ, ЯПАП, Управление образования. Всего выявлено в ночное время по городу Якутску 21 выявлено детей, 7 из которых были в алкогольном опьянении. Также на этой неделе мы закончили проведение операции «Участок», продолжается операция у нас «Абитуриент». Также проведено 12 всего мероприятий за неделю. Приняло участие всего 6690 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 69 общественности. Это ЧОП «Гром Плюс» 40 человек, ЧОП «Кристалл» 4 человека и ДД «Университет» 25 человек. Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых ранений получили 9 человек, погиб 1. На сегодняшний день имеется рост количества ДТП с участием маршрутных автобусов. Садан Владимир, прошу вас обратить внимание на данную ситуацию и принять соответствующие меры. Также в целях обеспечения безопасного дорожного движения выявлено 936 правонарушений. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 72 водителя. За управление стоянными стеклами к административной ответственности привлечено 17 водителей. Всего на специализированную стоянку доставлена 1 автомашина. За нарушение правил остановки стоянки к ответственности привлечено 34 водителя. Эвакуировано 1 транспортное средство. За невыполнение требований предписания дорожного знака привлечено 2 водителя грузовых автомобилей.
В отношении должностных лиц составлено 5 административных материалов, в отношении юридических 4. Также сотрудникам госавтоинспекции обследована уличная дорожная сеть вблизи детских образовательных учреждений. По выявленным недостаткам выдано 20 предписаний, из них исполнено 15. Возбуждено 3 административных дела по части 1 статьи 12.34 Кодекса административных правонарушений. Также в период проведения Дня знаний вблизи всех общеобразовательных учреждений для обеспечения безопасного дорожного движения будут выставлены сотрудники госавтоинспекции. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, коллеги. За отчетный период комитетом проведено 63 проверки, из которых одноплановые, неплановых 58 и рейдовых 4 проверки. В ходе всех проверок выявлено 57 нарушений, выдано обязательных предписаний 2 и 1 предупреждение. Наложено 53 штрафа на общую сумму 48 тысяч рублей, взыскано 50 штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей. В связи с тем, что стали поступать сигналы о том, что увеличилась активность фарщиков, был организован совместный рейд с Росгвардией, СОБР и ОМОН по федеральному охотнадзору. В ходе рейда в течение пятницы, субботы и воскресенья составлены 3 административных материала и изъято 1 незарегистрированное оружие. Доклад окончен. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске зарегистрировано 42 случая острой кишечной инфекции, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах «София» и «Белые ночи». Из них 28 больных госпитализированы в инфекционные отделения Хангаласской, 12, Мегино-Кангаласской, 8 Усть-Алданской, центральных районных больниц, 1 человек, и Якутскую республиканскую клиническую больницу, 21 человек. Лабораторно подтвержден у 11 больных сальмонеллез. Состояние больных оценивается как среднее. С четверга начато санитарно-эпидемиологическое расследование. По согласованию с прокуратурой республики начата внеплановая проверка в отношении ООО «Сеул». Возбуждено административное расследование по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мероприятие по профилактике гриппа и ОРВИ на территории города Якутска. Детская вакцина в республику поступила. Разнарядка в городские лечебно-профилактические учреждения составляет 72%. На прошлой неделе в рамках августовского совещания специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия выступили на совещании с начальниками Управления образования районов и города Якутска, на родительском онлайн-семинаре, на совещании директоров школ, заведующих детских садов города Якутска. Управлением проведено совещание с Министерством здравоохранения и Управлением образования города Якутска, заседание санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Республики Саха-Якутия по организационным профмероприятиям. Управление Роспотребнадзора по республике. За отчетную неделю рассмотрено 8 дел об административном правонарушении в отношении 2 должностных лиц, 5 юридических лиц, 5 индивидуальных предпринимателей. Назначено 3 предупреждения, наложен административный штраф на общую сумму 62 тысячи рублей. У меня все. Спасибо. Так, пожалуйста. Управление дорог. Здравствуйте. Доброе утро. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на прошлой неделе была проделана работа в части земляных работ. Мы, получается, сейчас по земляным работам выходим на финишную прямую, так сказать. Они у нас завершаются на всех объектах. Ну и плавно переходим к асфальтовым работам, в том числе и в пригородах. По выносу коммуникации у нас по Чайковского до пятницы этой недели анонсирован вынос газовых сетей высокого давления на пересечении улиц Каландарашвили, Чайковского и Винокурова. После завершения данных работ подрядная организация «Сахатрансстрой» проводит работу по асфальтированной проезжей части на всем протяжении участка от Кеш-Алексеева до Вилюйского тракта. По улице Красильникова осталось 3 врезки сетям газоснабжения и ликвидировать одно место пучинообразования.
В принципе, проблем с ресурсниками на данном объекте у нас нету. По автодорожной также ведутся работы по выносу коммуникаций. Сейчас, после того, как согласуем, мы заложим футляры для выноса сетей газоснабжения 6-й школы. Также сейчас идут подготовительные работы, завоз материала для того, чтобы начать асфальтирование. По улице Ивана Орбита завершены работы по устройству водоотводных лотков, по устройству ограждений. И сейчас идет монтаж тротуарной плитки на данном участке. По 202 и 203 кварталу также идет монтаж тротуара, устройство бордюрного камня. На этой неделе завершаются работы по устройству водоотведения улицы Соруна Малана. Также завершаются работы по устройству бордюрного камня. По улице Жарницкого мы с сегодняшнего дня на 3 дня закрываем улицы Семена Данилова до улицы Рыдзинского для того, чтобы подготовить основания под асфальтирование. И как было анонсировано, мы с 1 сентября начнем непосредственно работу по укладке асфальта. По улице Петра Алексеева мы, вот здесь видно то, что подготовили слой. Информация от пятницы, но в выходные подрядная организация ПАО «Дорис» уложила первый слой асфальта до улицы Рыдзинского. Это улица Красильникова. Улица Якова Петерса. Подрядная организация «Монтаж-сервис» подготовила нижние основания под асфальт. Также проведена работа по асфальтированию тротуаров. Перед тем, как начать асфальтирование проезжей части, которая будет на этой неделе, необходимо будет вынести сети. Все эти работы согласованы. Улица Экспериментальная. Также информация пятничная. На всем протяжении улицы Экспериментальной уложен первый слой асфальта. И улица Школьная. Сейчас ведутся работы по устройству водоотводных лотков, также устройство бордюрного камня и тротуаров. В целом все работы у нас идут в плановом режиме. Критических отставаний также не имеется. Эта неделя у нас, судя по погоде, стоит без осадков, поэтому планируем максимально отработать по асфальтобетонным смеси. Вкратце все. Ну вот вы говорите, в целом критических отставаний нет, но мы с вами вчера провели совещание, выезжали на место, смотрели школьных газовиков. Монтаж-сервис здесь? Здесь. К микрофону подойдите, пожалуйста. Представьтесь, вас как зовут, вы кто? Захаров Василий Иванович. Кто? Захаров Василий Иванович, Вы директор, да? директор. Ага. Так, ну рассказывайте, Василий Иванович. Ну, у нас по экспериментальной улице первый слой асфальта уложили, и по Якова Петерса. Я про школьную и газовиков. Так, по школьной мы бордюрные камни уже смонтировали, и бетонные лотки тоже начали монтировать. По газовиков, которые заезд со стороны Маганского тракта, там вот народ жалуется, что сужено, мы монтируем согласно проекта и по отметкам, которые данные. Да, нет, я говорю о том, что почему у вас там на протяжении довольно длительного времени разбросанные эти бордюры лежат и никакой работы не ведется. Ну, работы идут. Кому вы рассказываете, что работы идут, если там работы не идут? Это видит вся Марха. Ну, там И у я нас, в том числе. Ну, у нас, господа жители, там у нас немного вандалят, и то, что мы монтируем, они... Так, Василий Иванович, мне объяснили, что вы пытались все это время найти виноватых, кто там снес бордюры и так далее. Но вы понимаете, что вы их не найдете. Ну, у нас по Якова Петерса такая же ситуация идет, вандализм идет, мы молча все исправляем. Ну, а что вам мешает на газовиков все исправлять? Ну, тоже даже так же... Так, смотрите. Все же Смотрите. устранили все В это. соответствии с муниципальным контрактом, а также дополнительным соглашением, которое к нему подписано. Я не имею в виду вашу рабочую дорожную карту, я имею в виду муниципальный контракт и дополнительное соглашение к нему, которое вы подписали. Так? Работы по асфальтированию вы должны были завершить когда? В конце августа. Сегодня 26 число. 26 число, я не уверена, и я вижу, и все видят, что за 5 дней вы там асфальтирование не завершите. Так?
Таким образом, мы вступаем с вами в тот процесс, когда мы начинаем начислять неустойки и штрафы. Вы понимаете об этом или нет? Да. Я понимаю, что у вас есть рабочая дорожная карта в соответствии с тем, что вы там с ресурсниками там продляли сроки там и так далее, да, ну то есть, может быть, даже не по вашей вине. Сейчас, когда вы должны, значит, завершить работы по дорожной одежде? Ну, сентябрь планируем все закончить, 2 слоя асфальта. Сентябрь когда? В конце сентября. В конце сентября у нас уже будут отрицательные температуры. Ну, мы закончим все это дело. Так, Мы хотели бы попросить по улице Газовиков 19, чтобы убрали самострой, которые теплицы, эти сараи, которые самих жителей. Газовиков 19? Да, они все в курсе, и как мы контракт подписали, об этом оповестили, и действий пока нет. Вот. Анна Александровна, в чем задержка? Администрация в курсе. Дело в том, что мы провели там 3 собрания, предписания выписаны, равно так, как и на Газовиков 19, и рядом, где мешает котельная. Вот. Но, по-моему, вы же договорились, что как только урожай они уберут, и вы сразу же сносите. Так ведь было? Насколько это сегодня вот мешает вам проводить работы? Как это влияет Мешает, на задержку? мешает. Мы должны... Не, ну нормально, вся Марха, то есть вот эта вот улица, она же школьная, экспериментальная, она же длинная, правильно? Все будут ждать, пока у них урожай, что ли, поспеет? Нет, конечно, надо убирать. Анна Александровна, вы о чем? Ну, это был их разговор. Это федеральная программа. Да, да. Какой урожай в самостроях? Мы написали письмо, они зацепились за березы, которые там сажали многолетние. Мы написали письмо о том, чтобы нам помогли техникой, чтобы эти березы... Ну, понятно, пересаживать да, надо деревья. пересаживать надо. Вот, ну, Так, вы с этим со своим урожаем заканчиваете. хорошо. Вот на самом деле никому не поздоровится. Вы Хорошо. придерживаетесь планов, графиков, и вот этот вот конец сентября никого не устраивает. Ускоряйтесь, не надо. Не надо тянуть до последнего. Вы сейчас вот в минус начнете там асфальт класть. Вот Понятно. спасибо общественности, которая реагирует, и которая показывает, и которая сообщает и сигнализирует. Социальные сети на самом деле это добро и благо, а не зло. Так, вы, пожалуйста, садитесь, Алексей Михайлович, главстрой, по муниципальному контракту и по монтаж-сервис, и по отстающим объектам. Ну да, вот отставания, как мы ранее тоже докладывали, не сложились. Причины тоже мы слышали разные, что и были задержки с финансированием, что сегодня своевременно... Вообще не предусмотрено сегодня- авансирование по муниципальному контракту. Мы им не должны ничего. Никакой предоплаты не должны. Если нет денег, не надо было заходить на конкурс, так ведь? Нет денег, не заходите на конкурс. Ну, будем с ними тоже, мы и так вот в ежедневном режиме с ними со всеми отрабатываем сегодня, и вот с теми отставаниями, которыми возникают и с их стороны, и со стороны заказчика, связанных с коммуникациями, стараемся в плановом режиме ежедневно отрабатывать. Так, монтаж-сервис. Закупили кучу техники. Часть техники у вас, значит, под залогом у Туймада нефти. Вы резиденты, значит, Торг Ангаласы. Я это все понимаю. Но если вы мне сорвете график, я добьюсь того, что вы больше в городе Якутске ничего не строить, ни в каких работах вы участвовать не будете. Нам это не нужно. Так, по остальным объектам, пожалуйста, капремонт учреждения образования. По 3 объектам, значит, образования, по которым сегодня ведутся проекты. Проектант кто? И по обоим проектам серьезные замечания, да? Угу. Угу. По Кангаласам?
Хорошо, ладно. Спасибо, садитесь. Управление образования, пожалуйста. Там какая тенденция? То есть создание территориальных образовательных комплексов. Так, где мы начинаем? С какого микрорайона в первую очередь? Ага. Ага. То есть пока по пригородам. Ясно. Ага. Какого числа? Ага. Хорошо. Хорошо. Микрофон включен, да, что-то слышно. Да, прививочная кампания, это важно. Ага, ага. Хорошо, спасибо. Так, департамент градостроительства. Ага. Проведено совещание по проблемным объектам, в том числе по объекту «Алмазная корона Приполярия». Что? «Алмазная корона Приполярия» компания, у них проблемный объект с обманутыми дольщиками. Принято решение, что они должны подготовить дорожную карту по решению этой проблемы, чтобы мы ввели этот объект до 31 декабря. У них проблема с тем, что объект выходит за пределы земельного участка в настоящий момент. Неправильно были проведены межевые работы. В связи с этим выдача нового разрешения и ввода объекта невозможно. Проведена встреча с Голдайдом у нас они изъявляют желание принять участие в аукционе по ДРЗТ в Сысарском округе. Может быть, рассмотрят еще 93-94 квартал. Также с Минстроем у нас проведена работа по рассмотрению проблемных решений по 203 микрорайону, где мы должны выкупить помещение для детского сада ясли. Тоже предварительные точки поставлены, будем работать дальше. По Мархе вот проверка как у вас продвигается? По Мархе? Да, по Мархе. На перекрестке то, что там строится, двухэтажный жилой дом, вы разрешение выдавали. Строители вам говорят, что там строится спортивный зал. Разрешение было выдано на индивидуальный жилой дом, да. В настоящее время они говорят, что это все-таки индивидуальный жилой дом, но на первом этаже они хотят разместить спортивный комплекс и молельную. В смысле, они говорят, что у них будет молельня там? Они официально вам об этом заявили? На словах документально это индивидуальный жилой дом и проект на индивидуальный жилой дом. Так, таким образом мы рискуем в центре Мархи получить молельную.
Да, но И- опять же они утверждают, что на втором этаже жить они будут. То есть это все-таки будет индивидуальным жилым домом. Так. И что вы собираетесь с этим дальше делать? Ну, пока правовых каких-то оснований запрещать строительство в соответствии с выданным разрешением мы пока не имеем права. Но более того, у нас же есть изменения в градостроительном кодексе Российской Федерации, в соответствии с которым объекты религиозного назначения вовсе... Отключите телефоны, пожалуйста. Объекты религиозного назначения вовсе не обязаны получать разрешение на строительство, и оформляются, значит, права на них, юридические действия производятся вовсе без разрешительных документов. Вот Ну, такая объект вот у нас пока есть правовая... строится. А? Объект пока строится, поэтому пока о том, они на слова говорят, как будут эксплуатировать. До начала эксплуатации мы что-либо утверждать не можем. Управление муниципального контроля, вы же выезжали туда? Вы совместно выезжали, да? Да, мы выезжали совместно, со слов говорят одно, по документам другое. Учитывая высотное здание и их информацию, что у него будет 3 этажа, а по факту 2. Будем следить за ходом строительства. Так, правовой департамент, прошу к этому присоединиться, к рассмотрению этого вопроса. Аял Викторович, экспертизу сделайте и возможные варианты развития событий. Хорошо, садитесь. Служба эксплуатации городского хозяйства, пожалуйста. Аял Афанасьевич. Доброе утро, коллеги. В настоящее время подготовка к отопительному сезону у нас входит в заключительную фазу. По объектам жилого сектора у нас 100% готовность. По пригороду у нас, кроме Мархи, все готовы к приему тепла. По нашим городским округам ситуация такая же. По объектам, по социальным объектам, по объектам физической культуры и спорта, по объектам культуры у нас 100% готовность. По объектам здравоохранения у нас готовность 86%. В принципе, все у нас идет в рабочем порядке. По теплоснабжающим организациям у нас подготовка идет на уровне 78%. Но опять же, тут надо отметить, что это у них запуск предусматривается 1 октября. В связи с этим у нас все, как говорится, все под контролем. На этой неделе мы запускаем проект распоряжения за вашей подписью о запуске в отопительный сезон. В связи с этим у нас не позднее 1 сентября будет производиться запуск тепла в школы и детские сады, и не позднее 15 сентября будет производиться запуск тепла в многоквартирные дома. У меня все. Марха из-за чего застряла? Из-за Маганского тракта? Марха в основном застряла, скажем так, из-за бумажек, из-за документов. Работы фактически они выполняются по подготовке к АЗУП, но, к сожалению, в связи с тем, что у нас там есть неответственная управляющая компания, да, которая затянула с оформлением документов, в связи с этим у нас низкие показатели готовности. Но вместе с тем это 70%, Так, это выше прошлогодних показателей. Анна Александровна, а вот мы с вами вчера разбирались, Маганский тракт 1А, 2 километр, дом 1А, там... Ну, на самом деле не только вот этот дом, 2 дома, Заводская 19/6 и Маганский 1А. С сегодняшнего дня подрядчик «Артик-строй», наш любимый Жаму Батамович, значит, закуп труб и всего прочего, всех материалов выполнен в субботу, и сегодня они должны приступить. Это будет, ну, просто на личном моем контроле. Не знаю, буду там жить или с ним, или варить трубы рядом с ним. Но вот как-то так придется, потому что... Ну, затянули они просто. Юрий Владимирович тоже вот беседовал с человеком, вот есть же, как говорят, как с гуся вода, так вот с ним такая же ситуация. Уже и прокурор с ним беседовал, только вот жесткий контроль, и все. Делает, но делает, вот вы знаете, тянет кота за хвост. Так, а по объектам, где фонд капитального ремонта работает сейчас, там как? Там же у нас с вами и водоснабжение, и часть отопления, и кровельные работы. Да, ну... Нет, Анна Александровна, я уже к СГХ. Да. Вы знаете, у нас 55 объектов в этом году, да, по 9 объектам у нас расторжение договора, там подрядчик такой попался тоже слабый, это спецсервис, да. Но вместе с тем работа идется. Нужно отметить, что контрактование у них прошло, скажем так, с небольшим опозданием. В связи с тем у них большинство работ, то есть завершение работы запланировано на конец октября. Но с нашей стороны мы контролируем. Они принимают участие у нас во всех наших совещаниях по ЖКХ, по подготовке к отопительному сезону. Но с нашей стороны контроль ведется, у них все в рабочем порядке тоже идет. Так,
Пожалуйста, сегодня до конца дня обновите мне информацию по объектам капитального ремонта, где работает фонд капитального ремонта, хорошо? Хорошо, сделаем. Чтобы я могла своевременно с министром ЖКХ связаться и подкрутить немножко ситуацию. Так, ладно, садитесь. Жилкомсервис. Отчитываясь о деятельности жилкомсервиса, следует отметить, что полигон твердых бытовых отходов принял за эту неделю свыше 12 тысяч кубических метров отходов. Откачано более 12 тысяч жидких бытовых отходов. Убрано более 120 кубов ливневых вод. На особом контроле держим взыскание задолженности с регионального оператора. Так нами было выполнено ваше поручение, и арбитражным судом принято исковое заявление о взыскании задолженности платы за захоронение в размере 85 миллионов за период времени с января по июнь. Точно так же на особом контроле сегодня мы держим отлов бродячих животных, готовим город к 1 сентября. В связи с указанным, значит, норма отлова была увеличена. За последнюю неделю отловлено свыше 100 голов бродячих животных. Хорошо, ладно. Спасибо. Садитесь. Управление культуры. Доброе утро. Что касается управления культуры, вот к отопительному сезону уже было сказано, 100% готовы. Также в некоторых учреждениях проводятся ремонты, это Арчи и Туску в Хатасах. Помимо этого прошли мероприятия, это, конечно же, День флага, который посетила на площади Орджоникидзе 1250 человек. Также они прошли в пригородах наших. И фестиваль «Золотая пора» прошел с 21 по 25 число. Общее количество посещаемых – это 3700 человек. Ну и сейчас идет полная подготовка к Дню города. Ну, фестиваль «Золотая пора», который вот первый раз провели, он действительно оказался очень востребованным, и наши старшие горожане подходили и все время говорили о том, чтобы мы не забыли и включили в план мероприятий следующего года, поэтому в план мероприятий своих уже включайте. Так, и одним из мероприятий Дня города будет посадка первых деревьев в планируемом парке Победы, поэтому просьба, значит, это мероприятие тоже держать на контроле. Хорошо, спасибо. Гагаринский округ. Доброе утро. Хочется отметить то, что в Гагаринском округе окончен капитальный ремонт Борисовки-2 по программе восстановления изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Началась работа по дороге по улице Пилотов на участке дорог Белоозера и до Курнатовского, который проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подаечек Дорис. Завершение работ 4-й квартал 2019 года. На данный момент проходят земляные работы. Мы отыгрались на отсыпку и грейдирование на доведенные 1 200 000. Определен подрядчик ООО «Туймада». Работы начались 16 августа, срок окончания 10 сентября. Также мы отыгрались на ремонт детских площадок. Выиграл Technology Pit. Хочется сказать, что у нас в Гагаринском округе 49 площадок на балансе, 33 из них мы ремонтируем в этом году. Проведем демонтажные работы по опасным элементам для детей, укрепительные работы и установим 20 малых архитектурных форм. После проведенных работ каждый объект получит паспорт готовности и информационную табличку. Также мы проводим ремонт сквера ветеранов. Начали работу 21 августа, срок окончания 4 сентября. 4 октября мы планируем открыть этот сквер ветеранов, который строили жители на свои собственные деньги к 50-летию от окончания Великой Отечественной войны. Да, сейчас 75 лет, мы его ремонтируем и хотим открыть, обновляем. Так, и хочется уточнить по поводу утепления спортивного зала 30-й школы. 17 августа состоялся комиссионный выезд, и на котором было принято решение изыскать денежные средства для утепления оконных проемов, пола и
стенных швов, но работа так и не проводится. Алексей Климович, по 30-й школе на контроль возьмите утепление, потому что и в прошлом году жаловались, что очень холодно в спортивном зале. Как там детям заниматься? Все? Вкратце все. Так, Октябрьский. Доброе утро. Основным этапом проведения работ на территории Октябрьского округа на сегодняшний день является подготовка жилого фонда к отопительному сезону, ремонт, реконструкция детских площадок, отсыпка и грейдирование, ремонт внутриквартальных проездов. По состоянию на сегодняшний день жилой фонд подготовлен на 100%. Оформлены паспорта готовности на жилые дома. По капитальному ремонту работы проводятся согласно графика. Отставания от графика не имеется. Проведены работы по демонтажу и установке новых игровых форм на детских площадках. По состоянию на сегодняшний день демонтировано 74 конструкции на 23 площадках. Проводятся работы по установке новых игровых форм на 9 адресах. Ко Дню города планируем торжественное открытие 2 новых площадок. Также одним из основных мероприятий, как я уже раньше говорила, является ремонт внутриквартальных проездов путем укладки асфальта и грейдирования. По асфальтированию в настоящее время работает Якутдорстрой в квартале 69. Проведена выкорчевка пней по всем адресам согласно плана работ. С этой недели подрядчик управы приступает к грейдированию внутриквартальных проездов, где отсутствует асфальт. Также нами производятся работы по скосу травы и камыша, откачка дождевых вод. Жители округа наши приняли активное участие в фестивале «Золотая пора». Очень благодарны. Фестиваль всем понравился. Планируем в дальнейшем также принимать активное участие. Основными задачами на следующую неделю у нас является это также проведение мероприятий по подготовке жилого фонда к отопительному сезону, контроль по ремонтным работам наших ресурсоснабжающих организациях. Это тепловые трассы, сети, система канализации. Также мы будем проводить работы дальше по ремонту наших площадок детских и скосу травы. Вкратце все. Спасибо. Промышленный. Так, доброе утро. По подготовке к отопительному сезону нами получено 308 актов готовности, 254 паспорта готовности, как бы уже сделали. По грейдированию внутриквартальных дорог отгрейдировано 18 231 квадратный метр. По дополнительному соглашению, по дополнительному грейдированию подрядчик будет определен в конце этой недели. По детским площадкам обследованы и подготовлены на списание демонтаж 22 детские площадки из 51. По ЕДДС поступило дополнительно 11 заявок, снято 14. В основном это у нас на отлов безнадзорных животных. Они у нас долго висят. Хотелось бы просить жилкомсервис усилить именно отлов собак у нас. И остальные заявки у нас идут по региональному оператору по мусору. В основном это КГМ. Также фонд капитального ремонта у нас Дзержинского 36 в этом году отказался делать в связи с тем, что у них нет финансирования. То есть сметы, работы были заложены одни, а денег не хватает по факту. Тоже хотелось бы просить, чтобы с министром ЖКХ как бы тоже переговорили по этому поводу. Ну, вкратце как бы все. Хорошо, спасибо. Так, остальные руководители территориальных органов управления, есть вопросы сегодня? Я напоминаю, завтра у нас с вами 8 планерка еженедельная. Сегодня есть что сказать? Да, пожалуйста, Анна Александровна. Я бы теплоэнергии хотела вопрос задать вот по поводу той трассы, которая идет на мелиораторов вода. Она же так и лежит, когда ее поднимут-то? Ее сделают, она в работе. Так, хорошо. Наталья Романовна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Ну, я немножко дополню по фестивалю 60+. Действительно, участников было очень много. 1256 одних участников всех всевозможных конкурсов, 60 из которых получили определенные призовые места. Дальше мы забыли о том, что бесплатное кино в 2 наших кинотеатрах посетило более 600 наших тоже горожан золотого возраста.
Мероприятие действительно оказалось очень востребованным. Определенные планы задачи на следующий год, ну, не только на следующий год, а в течение, наверное, всего этого года они уже поставлены, обговорены. Ну, просто надо будет составить определенные планы, чтобы оно было у нас действующим. Так, 30 августа у нас планируется первая тоже акция «Так просто быть добрым» по подготовке, по оказанию помощи поступлению в школу семьям, которые имеют от 7 до 11 детей. Это молодые семьи. Всего в этих семьях у нас воспитывается 107 детей дошкольного и школьного возраста. Мероприятие, конечно же, проводится в парке культуры и отдыха. Это совместное мероприятие с Управлением социальной защиты населения, Управлением образования. А сколько и у нас таких Управлением семей в культуры. городе? У нас их 15. 15 семей воспитывают детей своих от 7 до 11 детей в одной семье. Да, да, от 7 до 11 детей. И все дети, и все семьи будут, ну, награждены, скажем, определенными призовыми подарками. Так, дальше. По оформлению лицензии. Буквально в пятницу было совещание на уровне первого заместителя министра образования Ирины Павловны Любимовой, на котором были приглашены представители «Газэнергомонтаж» Урум Андрей Владимирович и Артем Артемьев. И, в принципе, до среды все мероприятия, по которым есть еще небольшие недоработки, будут устранены. По поводу поставки оборудования у нас в 6-й школе кухонное оборудование осталось доставить. Ну, в принципе, они в пути до среды обещают, что они доедут и будут установлены. Так. По оформлению лицензии у нас немножко будет вопрос. Есть вопрос по АИК-ГАТА и по Д3, по Светику, Семицветику. Остальные образовательные организации, они ранее имеют лицензию, просто там лицензия на переоформление, смена адреса дополнительного. Так, первому... По АИК-ГАТА, Семицветик, там как вообще сейчас тенденция? Ну, до 1 сентября мы все очень надеемся, что все лицензии будут оформлены. Это на контроле и Министерства образования в том числе. Так, по 1 сентября график торжественных линеек всех общеобразовательных организаций он подготовлен, передан в орг-отдел, поэтому руководители могут обратиться с тем, чтобы определиться, кто куда пойдет. Хорошо, спасибо. Павел Николаевич, есть что сказать? Доброе утро. Нет, у нас все идет в таком штатном режиме. Да, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. По ОЗП хотел бы отметить положительную динамику. У нас на прошлой неделе были ряд встреч и на местах, в округах, и 2 ОЗП, штаб и планерка. Хочу сказать, что город практически готов к отопительному сезону. Мы получили хорошую оценку в Ростехнадзоре при встрече с руководством Тишиным Евгением Викторовичем и Лемитовским замом Олегом Николаевичем по подготовке наших котельных. На сегодняшний день ПТСК не вызывает никакого сомнения, что они запустятся. Ремонтные работы проведены, поэтому считаю, что в этой части обеспокоенности есть. Хотя, между тем, в районах Марха, в центральном округе, и у нас были опасения по с промышленному округу на прошлой неделе, подтянулись. Хотя надо отметить, что такие показатели в целом по 7 административным округам города Якутска, где 100%, а еще ни разу, в общем-то, не было в истории, по-моему, подготовки к отопительному сезону, поэтому округа отработали хорошо. Хотел бы отметить Сейсары, хотел бы отметить автодорожный и промышленный округ, где, несмотря на такие минимальные затраты, которые мы могли в бюджете предусмотреть, округа хорошо подготовились. В части Мархи, которые у нас Арктикстрой, с управляющей компанией, с руководством была проведена встреча. Я с ним поговорил. 25 числа у него срок, если он не продвинется вперед, значит, мы будем принимать совместно с прокуратурой решение определенное. Сегодня 26-е. Ну, у нас в воскресенье был крайний срок, поэтому мы
значит, переходим уже в другую фазу. Но между тем 75% паспортов, я думаю, это хороший показатель. Посмотрим дальше. По значит, выезду Координационного совета, докладываю, мы выезжали с общественниками, показывали город, самые неблагополучные места, это СССР, автодорожные. Значит, члены Координационного совета увидели работу наших кругов, в общем-то, понимают, что ведется работа, и работа, в общем-то, динамично завершена, в том числе, кстати, и работы по значит, замене коммуникаций, а именно к КНС, это в районе 28, автодорожная 28, там ряд домов у нас в прошлом году затапливала канализация, эти работы завершены. По ФКР опасений по поводу отопления нет, то есть там 4 дома у нас, мы с ними вопросы закрыли, сейчас они в стадии сдачи. Работы ведутся кровельные, фундаментные, ну, они не мешают, в том числе фасадные работы, они мешают нам город запустить в тепло. По Росгидро у нас была встреча ключевая на прошлой неделе по, значит, ВКС, это по созданию ТСП. Мы с Максим Макарович докладывал информацию, мы согласовали соглашение, которое предварительно взяли его за основу. Ну и дальше будем двигаться, значит, по продвижению, по созданию ТСП. На прошлой неделе были поставлены задачи по поводу освещения и по безнадзорным животным. Хотел бы отметить, что у СХ надо все-таки решить вопрос с безнадзорными или свободно гуляющими лошадьми. Это вопрос до сих пор еще не решен. Также на прошлой неделе порадовало нас собрание акционеров или, значит, Багараха, совет директоров. Хочу отметить, что за первое полугодие 2019 года выручка от продажи составила 18 миллионов, что на 10 миллионов выше прошлого периода. Более того, хотел бы отметить, что убытки, которые в прошлом году несли десятками миллионов рублей, в этом году сокращены, и этот убыток составляет 2 миллиона 830 тысяч рублей всего. По сравнению с прошлым годом на этот период убыток составлял 16 миллионов, то есть это практически в 5 раз меньше. Хотел бы отметить между тем, что у нас есть практика, которая проводится несогласованно, это при получении кредитов с высокими процентами. Так вот, на сегодняшний день порядка 8 миллионов рублей у нас у Багараха кредиты, где суммы процентов составляют от 18 до 22%. Считаю, что это не совершенно правильно и необходимо пересмотреть эту практику для того, чтобы мы в будущем оптимизировали затраты наши на выплаты процентов. Ну и в итоге мы посмотрели справочно, у нас сегодня по Багараху в 2 раза больше получился надой молока и сдача его. 4800, практически 5000 центнеров сдано. На сегодняшний, по сравнению с прошлым годом, это 2500, 2 раза. То, что сегодня Аким Александрович отметил по поводу спасенных 18 домов, считаю, эта практика очень положительная. Хотел бы обратить внимание Максима Макаровича на будущее о том, чтобы нам необходимо закладывать. Это незначительные цифры, небольшие деньги. Порядка 1,5–2 миллионов рублей, и город, считайте, 18 домов спас. И эта динамика должна быть закреплена. Поэтому, в общем-то, я считаю, дальше продолжать в этом, до конца город, значит, установить пожарную сигнализацию. В целом и общем, город к зиме готов, вся работа ведется, есть неопределенные недочеты. На этой неделе я делаю серию объездов, и горожане должны дать нам оценку по подготовке к отопительному сезону. Да, хорошо, пожалуйста, значит, совместно с отделом текущего контроля поднимите письмо, которое мы направляли в правительство республики относительно того, что в условиях, когда не приняты нормативные документы, подзаконные акты по финансированию, значит, содержания безнадзорных животных, отлова и вообще работы с ними на территории городского округа, это, во-первых. Во-вторых, не определены нормативы и, значит, объемы финансирования по строительству, значит, приюта для бездомных животных. Вы знаете, что в соответствии с новым федеральным законодательством с 1 января мы работаем уже в новом режиме об ответственном обращении с безнадзорными животными. Эти документы на уровне республики не приняты, объемы финансирования неизвестны. И в сложившейся ситуации мы вынуждены будем отказаться от полномочий, которые нам в свое время республика передала. Это не наши полномочия, это полномочия субъектов, значит, Российской Федерации. В данном случае за отсутствием средств как таковых, я думаю, что
ситуация близка к срыву. Первое. Второе. Значит, по Парку Победы. 2 сентября мы получим концепцию, организационные мероприятия необходимо еще раз уточнить, потому что самое время для посадок, подходящее время, и это и ботаники подтверждают, поэтому здесь надо будет более конкретизировать. На сентябрь месяц в план нужно поставить проведение научно-технического совета, и мы договаривались с членами научно-технического совета о том, что мы выносим на обсуждение, я повторяю, план организации работы по межлотному надзору на территории городского округа город Якутск. И одним из пунктов совещания научно-технического совета будет также рассмотрение ситуации по дому номер 19 на микрорайоне 202. Значит, мы покажем осенние итоги и летние итоги замеров наших, да, и посмотрим. Предварительно мы приняли решение о том, что мы будем делать еще один замер в октябре, для того, чтобы у нас мониторинг был хотя бы годовой, для того, чтобы принимать решения. Но тем не менее в сентябре надо будет посмотреть. Поэтому готовим научно-технический совет. Значит, занимается у нас этим департамент экономики. Повестку, пожалуйста, покажете. Хорошо. Так, в 10 часов мы с вами выезжаем на водоканал, посмотрим, значит, в связи с критическим уровнем воды, как мы будем в зимний период, значит, осуществлять водозабор для нужд городского округа город Якутск. Сейчас, в общем, ситуация еще как бы она не критическая, но в зимний период могут быть проблемы. И пока не забыла, служба информации, рекламы и контроля здесь? Пожалуйста, вам необходимо на этой неделе провести совместно с территориальными органами управления рейды, потому что ситуация с незаконной рекламой начинает выходить из-под вашего контроля. Вешают, что хотят, размещают, что хотят, все заборы облепили, все подъезды облепили. Усиленные рейды на этой неделе проведите. Ко дню города город от несанкционированной незаконной рекламы очистить. Так, хорошо. Пожалуйста, Альберт Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. В начале своего выступления хотел бы обратиться к начальнику управления дорог Домотову Валерию Афанасьевичу с тем, что чтобы вы обратили внимание на улицу Ларионова, там вырыли такую глубокую траншею, куда могут провалиться автомашины, дети упасть там и так далее. Нет никаких знаков, нет ограждений. Спасибо. Уважаемые коллеги, наступила последняя неделя уходящего лета, впереди сентябрь, а это начало учебного года, запуск тепла, очередная 9-я сессия Якутской городской думы, День города, День Республики Саха-Якутия. С удовлетворением узнал о новом кадровом решении главы городского округа и назначении на должность заместителя главы окружной администрации Максима Макаровича Трофимова. Необходимо отметить, что Максим Макарович в городской администрации человек не новый, имеет опыт и депутатской деятельности в городском собрании депутатов города Якутска, также в правительстве Республики Саха-Якутия. Надеемся на совместную плодотворную работу во благо развития нашего родного города. На этой неделе будут проходить заседания постоянных комиссий и президиума Якутской городской думы. Напомню, что заседание 9-й очередной сессии состоится в следующий понедельник, 2 сентября. Заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту состоится завтра, 27 августа в 11:00 в Малом зале. Заседание постоянной комиссии по социальной политике состоится 28 августа в среду в 14:15 в Малом зале окружной администрации. Заседание Президиума Якутской городской думы, на котором будет утверждена повестка 9-й сессии, пройдет 29 августа, в четверг, в 14:15 в Малом зале. Прошу всех приглашенных принять участие в работе постоянных комиссий. Спасибо за внимание. Всем удачной рабочей недели. Так, уважаемые коллеги, значит, подводя итоги, задачи этой недели наши с вами остаются те же самые. Подготовка к отопительному сезону. Значит, все хвосты, у кого какие остались, подтягиваем. Мы готовимся к новому учебному году. Все объекты по учреждениям образования должны быть, значит, в полной готовности. Учреждения культуры также. Учреждения, значит, спорта, соответственно. Мы входим в решающий этап
по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Необходимо смотреть главстрой по всем объектам, где у нас ведется строительство и капитальный ремонт. Также, значит, необходимо усиление. И обращаю ваше внимание еще раз на то, что мы, значит, на этой неделе плотно готовимся к очередной сессии Якутской городской думы. Все постоянные комиссии, заседания постоянных комиссий Якутской городской думы обязательны к, значит, присутствию. И в пятницу, в 5 часов, да, по-моему, в пятницу в 5 часов мы здесь будем проводить очередную встречу, предсессионную встречу с депутатами Якутской городской думы. Да, 30 числа. Спасибо большое, удачной недели.